Рашимас, добрый день. Для меня всегда волнительно здесь выступать в Очимчире. Я здесь вырос, самые трудные годы мы здесь жили в Очимчирах, я здесь ходил в школу. Мой дед всю свою жизнь посвятил Очимчирскому району. И проблемы и города Очимчира, и Очимчирского района я всегда считал своими личными проблемами. И никогда не терял связи со своей, скажем, малой родиной. У меня много здесь и друзей, и родственников живет и в городе, и во многих селах Очимчирского района. Поэтому, с вашего позволения, хочу немного поговорить об Очимчирском районе и, скажем, о моем видении Очимчирского района с Сухума. Вот то, что какие-то вещи, которые я вижу, и мне, мягко говоря, они мне не нравятся. Всегда судить надо и государство, и даже там в быту людей судить надо в первую очередь по их делам, не потому что они говорят, потому что говорить мы можем все что угодно, надо всегда смотреть, что человек делает, что государство делает. Я посмотрел бюджет Очимчирского района на этот год, если я в каких-то цифрах ошибусь, вы меня поправите. Дотации в этом году в Очимчирский район из республиканского бюджета порядка 200 миллионов рублей. Сумма хорошая, сумма кажется внушительной, но вот недавно была новость, у нас одному чиновнику правительства за государственные деньги купило за порядка 15 миллионов рублей один автомобиль. Если мы пересчитаем сумму дотации из республиканского бюджета поделим на количество сел, получается каждое абхазское село от республиканского бюджета получает сумму в районе 7 миллионов рублей. Это вдвое меньше, чем стоимость одного автомобиля. Наше государство сегодня тратит на абхазское село вдвое меньше денег, чем на один автомобиль для одного чиновника. Вот сегодня какая у нас система. Много разных разговоров ходит. Это наша третья встреча, что мы ходим, критикуем, какие-то вещи говорим. Вот раньше так было, и раньше так было, и говорят, что еще хуже что-то было. Никогда просчеты одних людей не могут быть оправданием ничему. Преступление одного человека не может быть оправданием для преступления другого человека. Для этого мы строим государство, чтобы мы развивали, чтобы мы, учитывая наши ошибки, всегда шли вперед. И всегда во главе угла, во всех наших решениях всегда должен быть человек. Мы не должны тратить государственные деньги, которых у нас и так мало, на автомобили. Мы должны тратить деньги на людей, на развитие села в том числе, на образование, на медицину. Мы тратим эти на автомобили, которые не все богатые люди могут себе позволить, а наши чиновники почему-то себе могут позволить за наш с вами счет покупать себе автомобили. Мы что, в Швейцарии живем или в Соединенных Штатах Америки живем? Мы маленькая страна, у которой куча проблем. У нас есть приоритеты, у нас есть село, которое не развивается, у нас с образованием огромные проблемы, у нас с медициной огромные проблемы. Вот куда мы должны тратить. Мы должны каждый рубль беречь, чтобы потратить эти деньги на развитие абхазского народа. Не на железо мы должны тратить эти деньги. Вот сейчас тема, о которой много говорят, вопрос апартаментов, нам это пытаются представить как панацею, как решение всех наших проблем. Это, к сожалению, не так. Я бы сам хотел, чтобы это было так, но если, к примеру, Ткачев в Пицунде построит апартаменты, какая польза будет жителя села Моква, например? Какая польза? Они говорят, что это будет развивать нашу экономику. Апартаменты выгодны тем, кто их строит. 5-10 человек заработают. А при чем здесь народ Абхазии? Где наши интересы здесь? Почему мы не начинаем? У нас нет программы развития страны, у нас нет отдельно программ развития районов Абхазии, у нас нет градостроительных планов, у нас нет градостроительного кодекса, у нас нет адекватных программ поддержки малого и среднего бизнеса.
Может, мы с этого начнем? Может, когда мы все эти необходимые вещи сделаем, может, потом окажется, что там вообще и апартаменты, ничего не нужно. Может, мы со своего народа начнем, со своих людей начнем, нашим бизнесменам в первую очередь поможем. И через 10-15 лет, возможно, будет ситуация, нам и инвесторы окажутся не нужны. Давайте мы начнем с себя, а потом будем принимать решения в интересах иностранных инвесторов. Я так на эти вопросы смотрю. Я смотрю на опыт стран, которые сегодня развиваются, которые передовые сегодня в человечестве. Они все так подходили, они всегда начинали со своих людей. Почему мы не можем какие-то правильные вещи, которые происходят в мире, зачем мы изобретаем какой-то велосипед? Все уже придумано до нас. В первую очередь приоритет для государства должен быть гражданин этой страны. Никто иной. Все остальные всегда на втором плане. Так действуют все государства, все правительства, которые любят и уважают свой народ и свое государство. А наше государство нам просто так не досталось. Если сейчас и разговоры идут, там разные агрессивные настроения в грузинском обществе. И первые, кто встретит врага, если, не дай бог, начнется война, это будут очимчирцы, как это и было в 1992 году. А у нас 7 миллионов на село, и машины за 15 миллионов мы покупаем. Вот наши сегодня приоритеты. Я извиняюсь, что так эмоционально говорю. Спасибо вам большое за ваше внимание.